два ректора, Олег Алексеевич Гварами и Садовничий Виктор Антонович, договорились о том, что есть вот такая необходимость создания Центра социологических исследований в Абхазии. Кто этим должен заниматься? Исследованием общества, социологи. А таких лабораторий в Абхазии нет. Если у нас появится такая лаборатория, мы завоюем, скажем так, знаете, я не говорю громкие слова, авторитет, имя, да? Это будет полезно и власти тоже, и обществу. До 2009 года вообще никакие социологические обследования не проводились. Вот с 2009 года на постоянной основе у нас проводится такое обследование «Домохозяйств», называется программа. Она необходимо нужна была для того, чтобы начать расчет валового внутреннего продукта. Социальный опрос помогает понять реальные потребности людей и принимать правильные решения. Как узнать, каковы настроения в обществе и что его больше всего волнует? Через социальные исследования. Их результаты – сигнал для власти и анализируемая информация для ученых. Непредвзятые социологические опросы дают объективную картину отношения населения к качеству работы органов власти. В Абхазии глобально такую работу никто не проводил. Восполнить этот пробел решили в Абхазском государственном университете. В главном вузе страны на базе Центра науки и образования МГУ при АГУ открылась лаборатория социсследований. Соглашение о ее создании подписали ректоры АГУ и МГУ Олег Гварами и Виктор Садовничий. Руководить лабораторией будет декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. С абхазской стороны доцент кафедры политологии и социологии Беслан Хагба. Финансовую нагрузку возьмет на себя российская сторона. То, что наш ректор Олег Алексеевич и Московский государственный университет создают эту лабораторию, это событие вообще на самом деле и в науке, и образовании Абхазии. Потому что такой лаборатории с таким покровительством, такой авторитетного высшего учебного заведения, как МГУ, в Абхазии не было никогда. Это первое. Второе. Почему социология необходима вообще в Абхазии? Понимаете, все, что происходит за последние десятилетия, а такие события происходили очень хорошие, много, были провалы в государственном строительстве, напряженность в абхазском обществе, иногда непримиримость внутри абхазского общества. Это все происходило, потому что некоторые так называемые политики, государственные деятели тоже плохо знали о своем обществе, вообще-то говоря. Это большой провал для нашей страны. Понимаете? Это не потому, что мы хотим вот здесь открыть лабораторию и сказать ради престижа имени. Нет. Такая потребность возникла знать свою страну, свой народ. Это не в пользу, может быть, некоторых политических сил, но она необходима для Абхазии. Знать свою страну, чтобы построить свое государство. Мы же сказали, провозгласили, построим государство. А как мы будем строить государство, если мы плохо знаем свою страну? В чем она нуждается? В правительстве России, других стран. Иногда такие вопросы возникают, иногда на них мы отвечаем таким образом примитивно, что некоторые нас начинают плохо понимать. Иногда даже я слышу, знаете, что вообще в Абхазии знают, чего они хотят. От других стран, особенно из Российской Федерации. Это очень печально на самом деле, потому что, понимаете, 30 лет, а похвастаться нечем. Если быть честным, вот как раз миссия социологии в Абхазии, нашей лаборатории, что поддержана нашим руководством Абхазского университета, если вот это мы создадим и поработаем, я думаю, что у нас это получится, потому что люди авторитетнее занялись этим. Были давние дружеские связи между МГУ и АГУ. Помимо дружбы между университетами, нас связывает и личная дружба двух ректоров. МГУ первым после войны оказал поддержку Абхазскому государственному университету. 87 студентов и преподавателей были приняты в МГУ для получения образования и повышения квалификации. Нас связывают давние отношения. И эти отношения, в конце концов, переросли, помимо того, что у нас есть и соглашение о сотрудничестве, мы решили создать Центр науки и образования МГУ при АГУ. Этот центр уже существует почти 2 года. За это время мы на ежегодной основе проводим совместные мероприятия. В этом году было проведено 9 таких мероприятий. Это научная экспедиция, обмен студентами. Наши студенты ездят в МГУ, участвуют в различных олимпиадах и так далее, и так далее. Затем, как бы продолжение нашего сотрудничества,
Два ректора, Олег Алексеевич Гварами и Садовничий Виктор Антонович, договорились о том, что есть вот такая необходимость создания Центра социологических исследований в Абхазии. Вы знаете, прошедшие события и многие другие события говорят о том, что в плане социологических исследований у нас есть небольшой пробел. Вот. Сама важность социологических исследований невозможно переоценить, потому что я считаю, что правильные социологические исследования – это в первую очередь предсказуемость государства. Во вторую очередь это возможность руководству страны и другим компетентным структурам правильно выверять свою политику и настраивать ее более тонко, и чувствовать реакцию населения и народа. Это то, чего нам не хватало. Правда, я изначально видела вот такую платформу, скажем, при Госкомитете по статистике, потому что мы непосредственно и близко заняты с этим видом деятельности. Но для этого нужны были большие ресурсы, привлечение в виде как финансовые ресурсы, так и человеческие ресурсы. Чего у нас не хватало, у нас в этом плане были проблемы. То, что создали на базе АГО, это очень хорошо, потому что самый главный ресурс в виде студентов для проведения опросов там достаточно. И это, во-первых, навыки вырабатываются у студентов. Они будут знать, как общаться с людьми. Мы ведь не одним днем живем. У нас периодически бывают выборы, переписи и так далее. Ну и еще опыта могут набраться. Благодаря социологическим опросам можно не только зафиксировать текущую ситуацию, говорит Беслан Хагба, но и проследить динамику изменений, увидеть, как развивались события, и иметь данные для прогноза. Это даст возможность не доводить общественную ситуацию до точки кипения. Если какие-то язвы общества, болезни общества мы начинаем скрывать, эти болезни все равно они дают о себе знать очень плохом, знаете, вот негативном плане. Они могут вылиться в какие-то акции, протестные, уличные. Это приведет к деструктивным каким-то действиям среди, может быть, не очень, знаете, скажем так, недобросовестных политиков тоже. Чего тут скрывать? Знаете, за последние десятилетия некоторые такие политики есть в Абхазии. Я даже скажу больше. Появился целый класс в Абхазии политических недоброжелателей для страны, которые, манипулируя общественным мнением, якобы массам, особенно молодежи начинают, используя вот эту модуляцию, технологию, прийти к власти, зайти в кабинет, что-то взять и так далее, и так далее. Это из года в год, из цикла в цикл, из пятилетия в пятилетие. Тогда как при огромной поддержке, которую получаем из Российской Федерации, Абхазия не получает никакого развития. Об этом говорят, между прочим, вокруг, особенно в Российской Федерации. Почему так получается? При огромной поддержке страна не получает развития. Вот вам парадокс. Кто этим должен заниматься? Исследованием общества, социологи. А таких лабораторий в Абхазии нет. Если у нас появится такая лаборатория, мы завоюем, скажем так, знаете, я не говорю громкие слова, авторитет, имя, да, это будет полезно и власти тоже, и обществу. Социальный опрос помогает понять реальные потребности людей и принимать правильные решения. Например, если мы хотим улучшить сельское хозяйство в регионе Абхазии, сначала нужно узнать, с какими трудностями сталкиваются фермеры. Без таких исследований мы можем потратить бюджет, но не решить главные проблемы. Основные методы – это опросы, глубинные интервью и фокус-группы. Выбор зависит от цели исследований. Что касается участников, опрашиваем именно тех, кого касается тема. Например, если изучаем качество медицинских услуг для беременных, то говорим с женщинами, а не со всеми подряд. Но если вопрос общегосударственный, например, пенсионная реформа, тогда опрашиваем разные группы, и молодежь, и пожилые, и жители разных районов, все народы. Ученые проводили собственные социологические исследования по темам их научных интересов.
Доктор социологических наук Джемре Жаде много лет работает в Абхазии и занимается исследованием самых разных социально-экономических вопросов. С 2007 года я работаю в Абхазии как исследователь. Основные направления нашей работы – молодежная политика, репатриация, анализ миграционных процессов, диаспора. У меня книга на эту тему на русском языке, сохранение культурного наследия, научное сопровождение стратегии Абхазии в 2025 году, мониторинг трансграничной торговли, другие социально-экономические исследования. Важный принцип для нас – все данные собираются профессионально и используются исключительно и в научные и прикладные цели развития республики. В Абхазии есть орган, который занимается в том числе и сбором данных у населения – Госкомитет по статистике. Его руководитель Кама Гогия рассказала, что с 2009 года Госкомитет обследует домохозяйства и собирает разнообразные социально-демографические данные, касающиеся условий, в которых живут люди. До этого такой объемной работой никто не занимался. До 2009 года вообще никакие социологические обследования не проводились. Вот с 2009 года на постоянной основе у нас проводится такое обследование «Домохозяйств» называется программа. Она необходима нужна была для того, чтобы начать расчет валового внутреннего продукта. Но кроме того, что мы рассчитываем валовую внутреннюю продукцию, эти показатели по обследованию домохозяйств, они нам давали какие-то контрольные цифры, скажем, по общему уровню доходов, расходов и так далее. Другой момент, там не только доходы и расходы населения, там это вот огромный объем, я вам могу, вот подготовила специально дневники, это опросный лист обследования, дневник домохозяйства. У нас есть по договорам значит, гражданско-правового характера, на договорной основе мы нанимаем интервьюеров. Вот, но с 2009 года этот процесс по районам, по всем районам, мы охватываем все районы республики. И разбивка идет после переписи населения. Мы еще включили туда пропорции, связанные с численностью домохозяйств по городам, районам, селам и городам еще. И численностью вообще членов домохозяйства. Есть дневники ежедневного обследования, есть недельного обследования и сводный дневник. Это один только вот дневник, там 27 листов и так далее. Но это объемная работа. И сегодня, например, многие отказываются от нашей работы, и мы уже со стороны людей не можем брать. Раньше обычно учителей привлекали, там жителей сел и так далее. Но с 2009 года на руки получает интервьюер 6400 рублей. Государственная статистика и социология изучают общество, но видят его как бы с разных сторон. Уровень жизни населения, занятости, безработицы, маркетинговые исследования – все это изучается в отделе обследования госстатистики. Это официальные показатели. Уровень жизни, я сказала, это наш постоянный опрос с 2009 года, это длительно ведется. Уровень занятости с 2024 года мы обследуем, то есть безработица и занятость. Потом с 2021 года обследование в туристическом бизнесе, там количество, занятость, расходы, чем питается, где находится, сколько дней, с кем приехали, цель приезда и так далее. Там очень интересная такая анкета. Но был такой момент, связанный с заказом частного бизнеса, там, узнаваемость товарного знака. Провели мы этот опрос тоже, они это использовали, были довольны. Ну, исследования еще, возможно, есть разового характера, есть постоянного характера. Вот. Емкость, скажем, того же внутреннего рынка, определенного вида товаров, группы товаров. Вот такой заказ тоже пока на стадии обсуждения. Будут, не будут, не знаем. Но еще необходимость, скажем, есть таких обследований в государственных учреждениях.
Такой тоже разговор идет с одним министерством, посмотрим, каковы результаты. Но все, что касается именно нашего органа, мы все обследования, которые проводим, это все должно идти на уровне, на официальном уровне, это все официальные показатели, ими могут пользоваться и все остальные, после этого ссылаться на наши данные, потому что это государственный орган, который дает статус официальности всем цифрам. Другие могут тоже заниматься обследованием, но статус официальности у них нет. Госстатистика дает более глубокие, более продолжительные данные в области жизни страны. Наши социсследования, которые будет проводить лаборатория, они будут немного быстрее. И они могут касаться различных вопросов. Кстати, вопросы, потому что АГУ – это центр притяжения молодежи. Мы должны лучше знать, что у нас происходит с молодежью, какие у них настроения, что они хотят, что бы им хотелось изменить. Статистика совершенно другая наука, вообще-то говоря. Конечно, мы, социологи, важно, статистика важна, мы методы используем, мы опираемся на данные, статистики тоже, в своих анализах тоже. Но это одна из областей вот, экономической науки, статистика. В данном случае, если говорить, вообще изучая различные социальные явления, которые происходят у нас, случайные явления даже, да, статистика этим занимается, но статистика не занимается анализом, тем более занимается рекомендацией какие-то дать власти, политикам, чтобы политика немножечко хотя бы исправить. Понимаете, вот социология чем важна? Она в целостности этой науки. Вот в чем. Не какую-то область взять, а остальное отбросить. Здесь все важно. Важны успехи в науке, образовании, культуре, но важно изучить и преступность, и бандитизм, коррупцию, воровство. Это все тоже имеет место, да, в Абхазии? Почему это все происходит? Понимаете, это все негативные. Почему люди гибнут на наших дорогах из года в год? Это национальное бедствие Абхазии. Почему это так происходит? Вот видите, сколько получается проблем в Абхазии. Потому социология важна. Для этого они взялись. Я еще раз говорю, что вот Олег Алексеевич почему так с таким энтузиазмом поддержал. Потому что это необходимо для нашей страны. Такой лаборатории не было никогда, вот мы это создаем. А получится, не получится, мы посмотрим. Я думаю, что мы получится. Потому что, знаете, почему, я еще раз говорю, люди, которые приезжают из Московского университета, они хотят искренне нам помочь. Они это говорили, причем бескорыстно это делают. В Абхазии в целом с сомнением относятся к соцопросам, а если их проводят не местные организации, так вообще настороженно. Соцопрос, который проводился накануне президентских выборов в Абхазии методом телефонных интервью, у многих вызвал недовольство. Звонки поступали из России, чтобы выяснить электоральные настроения граждан. Результаты социологических опросов часто зависят от того, кто их проводит и финансирует, говорят эксперты. Лаборатория может и надеется завоевать доверие и стать надежным источником информации о состоянии общественного мнения, говорят эксперты, потому как АГУ всегда сохранял равноудаленность от всех политических процессов. Сейчас люди постоянно говорят о звонках на телефон. Здесь относитесь как хотите. Можете отвечать на эти звонки. Неизвестно, кто это звонит, и неизвестно, это действительно может быть там ВЦИОМ, а могут быть какие-нибудь мошенники. Я не знаю. Тем более сегодня век высоких технологий, в это время, когда каждый день по телевизору говорят о каких-то мошенниках и так далее. Конечно, здесь можно относиться как бы осторожно. Но если говорить о наших исследованиях, да, у нас есть опыт. Я знаю, что они проводились не раз. И, кстати, по линии общественных организаций также некоторые социсследования осуществлялись и по линии нашего комитета по госстатистике. Вот. Поэтому здесь люди, вы знаете, по-разному могут относиться к этому, доверять, не доверять, личное мнение. Но если социсследование проведено в соответствии с требованиями к проведению социсследований, и кому-то не нравится результат, у людей всегда есть право выбора, они могут верить в это или нет. Но если это проведено объективно, почему в это не поверить? АГУ является главной независимой площадкой в Абхазии. Несмотря ни на какие политические предпочтения
нам удалось сохранить в АГУ стабильность в предвыборный период. Вы знаете, все кандидаты, практически все, кроме одного, посетили АГУ и встретились со студентами. Мы провели встречи для всех кандидатов одинаково. И всех принимали одинаково. АГУ является в плане вот политической, да, вот этой составляющей, да, вот в нашей стране, более независимой площадки нет. И мы заинтересованы, крайне заинтересованы в том, чтобы АГУ сохранял свою независимость и равноудаленность от всех политических процессов. Когда студенты находятся в нашем университете, они должны только учиться. Мы не приемлем здесь никаких политических конфронтаций. Это самое главное для нас. Вы знаете, что во всем мире студенты – это движущая протестная сила. Здесь мы предприняли все усилия, и в первую очередь это и позиция, и политика нашего ректора в том, чтобы сохранить стабильность и сохранить, уберечь студентов от политической конфронтации. В ЦИОМ проводил опрос перед выборами, перед первым туром и перед вторым туром. Знаете, они... Вы имеете в виду методом телефонных обзвонов? Да, потому что, знаете, была такая ситуация в Абхазии, что проводить какие-то исследования, например, допустим, в открытую, в анкетном опросе, технически не было возможно, потому что события такие происходили очень. Они вот такой прием телефонный опрос взяли, это распространенно, между прочим, учитывая, что, во-первых, это другая страна, но здесь начали возмущаться, знаете. ЦИК не был в известность поставлен. Вы знаете, я еще раз говорю, это... О чем я говорю? Предупрежденность. Никакого закона в Абхазии нет, в законе нет, что некоторые службы социологически не имеют права здесь у нас работать. Это не вмешательство. Это социологическая служба. Они могут заниматься исследованием любой страны. Это не враждебные какие-то действия, чтобы вы знали. Понимаете, есть знаменитый институт в мире, который называется Гэллоп. Это американский, это Гэллоп, это знаменитый социолог, который изобрел, кстати, знаете, это его изобретение общественного мнения. Хотя он не называл социологией, это просто цифры общественного мнения, но с него это все началось. Гэллоп действует во всем мире. И причем авторитетно, на них ссылаются. Так что если ЦИОМ провел такой опрос перед выборами, причем знаете, что случилось? Они с погрешностью 1-2% попали в точку. И кто выиграет первый тур, кто выйдет во второй тур, и причем в процентном отношении тоже кто победит во втором туре. Там погрешность была 1-1,5%. Но когда пошли звонки, они же не представлялись, что они сотрудники ВЦИОМ. Поэтому, я так думаю, население это восприняло с настороженностью. Кто звонит? Может быть, это мошенники? Это с какой целью? Как будут интерпретированы результаты? Вы знаете, вот были звонки из других служб, может быть, они действительно какие-то другие цели преследовали, да? Что касается ВЦИОМа, они всегда себя называют. Была и другая компания, которая проводила, кстати, здесь опрос перед выборами. Это называется Институт социального маркетинга, Инсомар. Они тоже, кстати, удивительно попали. Почти, знаете, они совместно вот проводили исследования, почти совпало. То есть это говорит о том, что опрос был проведен объективно, почти объективно, так скажем. Понимаете, всегда, вы знаете, доверяемые социологическим службам, но всегда там могут возникнуть некоторые непонятные вещи. И поэтому, когда мы говорим о социологии в Абхазии, авторитетном социологическом исследовании, надо иметь в виду, что таких исследований глубоких, фундаментальных в Абхазии не было никогда. Тем более не было что еще, чтобы эти службы предлагали какие-то рецепты. С нашей системой тоже не было согласовано. Мы не знали, что такое обследование. Правда, некоторым звонили. Мне лично, например, никто не позвонил. Скорее всего, это тоже выборочные звонки были. Кто-то отвечал, кто-то не отвечал. Это, знаете, как сугубо личный подход. Есть люди, которые любят общаться, они по телефону все скажут, а есть, которые вообще не особо желают общаться. Но это вы не запретите никому давать ответ или не давать ответ. Но если вы слышали информацию, что итоги выборов, скажем, в Америке, фактически российские социологи уже предрешили, определили, не то что предрешили, наверняка они тоже соответствующие обследования проводили.
Это, я еще раз говорю, они провели, но это ведь не официальные данные. Просто результаты, если были близки к их озвученным суммам, просто говорит о том, что там работали профессионалы и очень хорошо поработали. С развитием социальных сетей интернет-опросы по каждому поводу только набирают свою популярность. Но в подавляющем большинстве про выборку там речи не идет. Поэтому есть вопросы к достоверности результатов. Существует несколько способов собрать мнение граждан. Самый распространенный в социологической науке метод получения информации – анкетирование, лицом к лицу. Абхазские социологи будут использовать этот прием. Развитие технологий позволяет использовать опрос по телефону или онлайн. В эту работу будут вовлечены студенты. Главное – добиться искренности респондентов. Социологи говорят, что универсальной формулы, позволяющей отсеять неправдивые ответы, нет. Приедут специалисты, мы уже договорились, приедут специалисты из Московского университета, мы проведем семинары. Мы вообще должны привлечь наших студентов, чтобы они занялись исследованием. Мы их будем приглашать, они будут заниматься в разных районах Абхазии. И потому самым распространенным будет, наверное, анкетопрос. Но мы хотим еще создать свой канал, телеграм-канал в нашей лаборатории. Мы через интернет хотим поработать, потому что это современные требования. Чего скрывают люди, особенно молодежь, находятся в этом виртуальном. От этого мы не избавимся уже никогда. И в этом отношении мы уже договорились, это из нашей программы, у нас будет и свой канал. И поэтому вполне возможно, что будут другие приемы, будем исследовать, методы исследования, например, телефонные. Но в основном это будет анкетный опрос, используем как раз технологии интернета. Используем телеграм-каналы, может быть, Инстаграм, мы еще посмотрим, что как получится. И в этом отношении это будут основные. Конечно, у нас будут, мы хотим собрать, знаете, еще для социологов, что очень важно, чтобы у нас мы создали стабильную группу респондентов для первого года изучения исследования, чтобы у нас не было такого разброса. И в социальном плане собрать это будет очень сложно сделать, потому что будут включены разные категории населения. Там могут быть и студенты, и молодежь, люди из села, города, будут и политики, и работники здравоохранения, образования и других сфер. Темы социсследований будут самые разные. От работы городского транспорта до социального положения и международных отношений. Результаты, даже если они будут неутешительны для власти, утаиваться не будут, говорят эксперты. Мы будем проводить разные исследования. Но, понимаете, в процессе цифровизации государства, этот процесс, он неизбежен, МАБГУ работает над этим, и правительство работает над этим. Такие данные тоже очень важны. И не могу вам пока сказать конкретно, какое точно будет первое исследование, пока не хочу забегать вперед, но оно будет легким и интересным. И еще хочу добавить, как-то мне интересно, что такая реакция, да, многие люди меня спрашивают об этой лаборатории уже, многих это заинтересовало. Пришло время собирать данные о том, как мы живем, почему мы так живем и что нужно сделать для того, чтобы это изменить. Строго таких запрещенных тем нет, но мы же знаем, в какой стране мы живем. Мы какие-то чувствительные проблемы, темы не будем затрагивать. Это такая работа, потому что есть еще этика исследования, научная этика исследования. Мы этой этики будем придерживаться. Знаете, мы не будем грязную такую политику социологическую в Абхазии проводить. Это нам не нужно. Понимаете, мы не хотим в крайности, мы хотим здоровое общество Абхазии. Для этого мы будем придерживаться, знаете, общепринятых таких методов приема исследования общества. А что касается тем запретных, проблемных, слушайте, запретные темы есть в любом обществе. Потому что ради чего исследования мы проводим? Чтобы было созидание, чтобы мир, спокойствие и стабильность. Если наши исследования привносят нестабильность, деструктивность в обществе, зачем эту лабораторию надо закрывать? И поэтому, когда говорят темы, конечно, будут некоторые темы, проблемы, о которых мы будем говорить, могут не понравиться. Но о них необходимо уже говорить. Необходимо говорить, потому что они дают о себе знать очень некрасиво, негативно и влияют очень сильно на социальное, знаете, на
самочувствие, внутреннее самочувствие, благополучия абхазского общества. И потому это все необходимо шаг за шагом вот так все это преодолевать. Для этого социология, изобретание, еще раз говорю, мы должны знать свое общество. Абхазское общество. У нас будет пробное так называемое исследование, это внутри нашего университета проведем, а потом, когда мы немножечко встанем на ноги, да, это где-то через 2-3 месяца уже будет более-менее такой глубокое исследование, которое мы проведем, собираемся. Это касается вопросов, кстати, государственности нашей Абхазии. Это касается взаимоотношения Абхазии и России. Какое развитие она получит? Это второе. Третье, вообще, будут ли какие-нибудь гарантии безопасности нашего абхазского общества, если вдруг какие-то, знаете, кризисные явления возникнут, и какая реакция будет со стороны Российской Федерации. Ведь, знаете, мы не должны забывать вот еще о чем. Вот говорят Абхазия, Россия, Абхазия, Россия. Мы должны, и всегда говорят, вообще, когда же произойдет такие события, как расширение, международное признание Абхазии. И начинаешь говорить, что время такое сегодня в этом отношении очень неблагополучное. В каком плане? Не получит Абхазия широкое международное признание за ближайшие десятилетия. И следующий вопрос, который хочет задать. А скажите, вот признали 10 стран из Африки, Азии, что получит в плане безопасности Абхазии? Какие гарантии? Сейчас самые актуальные вопросы – это социально-экономическое развитие и проблемы молодежи. Нам нужно понять, почему молодые люди уезжают или остаются, какие профессии им нужны, как сделать Абхазию более самодостаточной в экономическом плане. Без этих данных невозможно строить долгосрочные программы. У нас такое нераспаханное поле, можно сказать. Можно многими аспектами заниматься, все темы важны. Но в самую первую очередь, я считаю, уровень экономики, уровень социального положения, продуктовая безопасность и все, что касается безопасности нашего государства. Все эти вопросы социального, политического характера, все важны. Но еще раз я говорю, вопросы, касаемые политики, экономики и так далее, это прерогатива государственного учреждения. Остальные сферы, вы знаете, что у нас по уровню обеспеченности водой мы на одном из самых первых позиций в мире находимся, но, к сожалению, это обследование проводили и не мы, и не наши другие общественные организации. Это некоммерческие, неправительственные организации проводили. Мы даже не в курсе были, но иногда выходит информация, читаешь. Приятно, конечно, когда такая информация. А если что-то плохое, это уже неприятно. А как они провели? Конечно, недоверие к таким цифрам есть. Социологическими исследованиями могут заниматься как государственные структуры, так и общественные организации. Ограничений в этом нет. Другое дело, как понять, насколько качественный был опрос, кто, как и где его проводил, как были сформулированы вопросы и в какой последовательности задавались. Это тоже имеет значение. Культура опроса у нас, она как-то в тени находилась, и люди не привыкли к таким опросам. Все по-разному воспринимают. Тем более, когда знают, что это не государственная, не официальная организация, проблемы могут возникнуть. Хотя все обычно, когда проводят опросы, это все не персонализируется, данные опроса. Доверие – это есть официальный статус в первую очередь. Имейте это в виду. Как сказали наши белорусские коллеги, нашей статистике доверяет, вся республика, потому что ей доверяет и президент, говорит. Это официальная статистика. То есть результаты сами показывают. Потом, прежде чем доверять или не доверять, должны быть прозрачные методология, методы, способы. Я понимаю, почему такие сомнения существуют. Доверие – это основа эффективности любых исследований. В нашем Центре социально-экономических исследований, как и в любом качественном независимом исследовании, мы строго придерживаемся 3 принципов. Принципов открытость, законность и этика. Конкретно это означает независимая экспертиза методологии на все этапы,
гарантированию анонимности респондентов, публикацию все результаты даже неудобны. Главный ориентир в нашем работе, чтобы собрание данных служили на благо общества Абхазии. При проведении социсследований репрезентативный подбор будет составлять около 500-600 респондентов. Этого достаточно для Абхазии, говорит Беслан Хагба. Учитывая нашу численность нашего населения, нашу республику, мы рассчитываем где-то 500-600 респондентов. Это вообще-то очень даже хорошо. Если у нас это получится, это будет замечательно. Из различных социальных групп, из различных политических Совершенно правильно, групп. совершенно То есть вот правильно. как будет выборка производиться? Вы знаете, когда производят выборку, почему стабильность важна? Мы же не остановимся на исследовании одной проблемы. Для чего? Вот когда работаешь с этой группой респондентов, когда нет разброса из одного цикла исследований в другое, могут быть разные показатели, не очень объективно. И в этом отношении, в исследовании тоже, собрать эту группу очень важно, чтобы была стабильность. Респондентов это не очень просто будет сделать, между прочим, понимаете, учитывая, еще раз говорю, что такое осторожное отношение к социологии. Мы же знаем, как люди относятся, когда подошел молодой человек, хочет, знаете, спросить о каких-то важных вещах для нашей страны, и сразу начинается разговор, кто вы такой. Нас больше доверяют мнению, которое озвучивается на брехаловке у кофейни, да, чем вот этим соцопросам, которые проводятся. Вот как раз вот слухи брехаловки, чтобы, может быть, чтобы этого не было. Знаете, и социология должна завоевать в этом отношении. Как это сделать своей работой, чтобы получить доверие, а потом и авторитет. Понимаете, брехаловка хорошо, занимательная вещь, когда пьешь чашку кофе, смотришь на море, горе, все красиво, а потом все это как занимательная вещь и забыт. Анекдоты же, мы любим анекдоты. Вот что такое. Это лаборатория научно-исследовательская. Это надо подчеркнуть всегда. Подчеркивать всегда. Научно-исследовательская. Социология – это наука. В социальных исследованиях должна быть заинтересована в первую очередь власть. Всегда полезно услышать объективную оценку их деятельности, узнать качественный срез мнений большого количества людей, даже если эта оценка не всегда будет совпадать с их картинкой мира.